что же сделать, чтобы туда попасть? Важно же, чтобы твой фильм поняли. Волнительно было, где «Красная дорожка» с Роджером Диккинсом, с Том Круз, со Стивеном Спилбергом, Колина Фаррелла, Кейт Бланшетт. Я в шоке. У меня тоже не было опыта. Ты туда поехал, и языковой барьер. Очень обидно было. Криминальная драма, история про двух братьев. Уже сразу же продает фильм. Есть документальное кино, есть документалка. Будем исправлять. Да, но я не зануда, ребят. Документальное кино не прощает ошибок. Это база. Равларым даваттар. Этенге подкастка қалбым күтігер улахан мақтал. Бүгінгі бері нучалы тәхіна необычный. Мен бүгін нучалы кәсетегім. Той дегер ғылжыппыт қамайы ғын сақылы дәбәт. Но бұл ғылжыт болағына улахан солталақ бәті падарак күрдік кеге. Кине гетегер лаппаденсі сығынақ. Саха кинетен андайдуга аттаппыт. Биһиги болбут кен туттар кихибет Максим Арбугаев. Это Всем здрасте. Да, вот спасибо, что пришел на наш подкаст. И это впервые я веду подкаст на русском языке, так что, ребята, поддерживаем, ставьте лайки. Волгут, хайдай, нормально, да? Ну, как-то так будем общаться. Да, супер. Ага. И сразу же хочу прямо в кадре пожать тебе руку, потому что вот через это рукопожатие я стану близок к Голливуду. Номинант на премию «Оскар», если кто не знает. Документальный фильм «Выход». Прекрасный фильм. Спасибо. Меня поразил тот кадр, там, где вы вот утром выходите из дома, и там где-то 100 тысяч, да? Да, там около 100-120 тысяч маржей. Это как раз самый большой такой был выход маржей. Мы это не учли. Каждые 40 минут? Это звонок? Биһиге бу бэхис кола бабыт түгеннен тоһанан чакчы бу атын студия кекелдебит кинде готтор она бэхис школа медиа пространство тигер лохан мактал пятая школа нарга мактал. Каково это вообще видеть звезд? Диккенс, ты знаком с Диккенсом, получается, Роджером Диккенсом, отцом всех кинематографистов. Вот. Каково тебе было вот парень из Дикси, да? Он туда приехал, общаешься с ними. Как это было чувствовать? Я сразу уже, когда мы с сестрой с моей поехали, с нами еще поехал герой фильма наш, Максим Чакелев. Вот, и я сразу для себя просто определил, что я себя настроил наслаждаться, ловить момент, наслаждаться просто процессом, как-то стараться не быть робким, да, там, не стесняться, это все. Просто чувствовать себя комфортно, разговаривать по случаю, да, там, понятно, не приставать там, к людям, не лезть, там, руку пожать или там сфотографироваться, сделать селфи. Вот, но, да, такой был настрой, и чувствовал себя комфортно, это мне помогало, вот, ловить момент, потому что, кто знает, может, это там единственный раз, может, еще потом будет. Просто нужно было наслаждаться. Вот такого вакуума не было, да? Прикинь, это же он, вот Том Круз рядом стоит, там типа такого не... Кстати, интересно, этот опыт интересный был. Интересно было, я их смотрел в кинотеатрах, там где-то на компьютере, да, когда фильм смотришь в разных там фильмах. И интересно было посмотреть их в реальной жизни. В сфере такой, я думал, ты чуть выше. Там это, значит, там какие-то смотришь там в фильме ты один, тут ты другой. Вот. Но мне кажется, да, тут было просто важно для меня увидеть их вот в реальной жизни, посмотреть и по возможности поговорить с ними. Вот. И с Роджером Диккенсом мы очень прекрасно постояли, пообщались. Это был первое большое событие. Это был званый обед всех номинантов на «Оскар». Вот. И перед тем, как сесть там за столы, и когда будет там официально объявлять, кто номинировался, вот директор
киноакадемии Оскара. И вот пока до этого самого обеда было время пообщаться, постоять с бокальчиком шампанского, пообщаться. Ну, в общем, такой тусняк. И вот Диккенс, примерно о чем вы говорили примерно с ним? Мы с ним, это был просто такой шорт-толк. Мы просто пообщались. Я рассказал ему, что я очень ценю его работы, его творческий вообще стиль и такие комплиментарные слова. И он спросил про наш фильм, про то, что откуда мы родом. Вот, я сказал, что мы с Якутии, с севера. И такие были разговоры, а потом кто-то к нему подошел, и, значит, все, и как-то все это растворилось. Да. Успел сделать селфи с ним? У меня был с собой пленочный фотоаппарат, я с собой взял. Nikon, который мне сестра подарила еще давно. И зарядил туда пленку черно-белую. И у меня включился режим документалиста, когда я там был на этом званом там обеде. И я больше, наверное, приставал с камерой. Я близко подходил, и мне ее надо проявить, я ее еще не проявил даже. Четко. И у меня вот эта бобина 36 кадров, у меня в кадре точно есть Том Круз со Стивеном Спилбергом, которые обнимаются. У меня там есть Роджер Диккенс, портрет его. Вильгельма Дель Торо у меня есть портреты, потом Колина Фаррелла, Кейт Бланшетт, кто там еще? Ну, так, из основных вот есть они на пленке. Я не знаю почему, но я ее не проявляю. Она до сих пор в этом фотоаппарате, и я после этого хотел брать куда-то. Сакральное такое. Да, вот надо ее проявить, эту пленку. Я ее еще не проявлял. Держать их в кадре, наверное, кайфово, да? Ну, там больше я уже как-то технически понятно, что как я снимаю, такой режим был. Старался ближе подойти, половить моменты. Да, но мне кажется, вот с Вильгельмом Дель Торо должна быть хорошая фотография. Как я ее помню. А еще пленочный у Nikon, как у Leica, крутится фокус. Ты должен сопоставить. Получается, когда смотришь, ты должен сопоставить, чтобы поймать фокус, ты должен сопоставить вот эти линии определенные. Вот, и это непривычно. Потому что я не так часто на него фотографирую. Я надеюсь, я сопоставил эти линии и все в фокусе. Вот. То есть фото на пленку тоже сложно, математика присутствует. Там даже, математика, да, конечно, ты привыкаешь к формату digital, ты привыкаешь там к цифре, а пленка, ты должен заранее продумать экспозицию, да, там ты должен выдержку, экспозицию у тебя по пленке, там, по ISO, потом экспозицию, это выдержку, диафрагму. Вот. Но это хорошая школа. Я всем советую, у кого есть возможность снимать на пленку, снимайте на пленку. Ну, это пик, прям пик. И потом вы будете, когда уже проявлять фотографии, вы потратите на это деньги, время, но это будет стоить того разобрать просто свои ошибки какие-то, работать над ошибками. Ты учился в ГИКе? Да. На документалиста. До этого, вот я прочитал в Википедию, ты занимался профессионально хоккеем, да? Да. Вот ты учился в ТИКСе, там окончил... В ТИКСе я не учился, я в ТИКСе уехал, когда было мне годика 2-3. Родители уехали. Это же перестройка была. Я в 91-м году родился. Как раз перестройка, такие сложные моменты, времена. Родители у меня там работали учителями. Сестра у меня там еще помнит, она на 6 лет меня старше, ей где-то было лет там 7-8, то есть она там в школу пошла. Она еще помнит ТИКСи. Вот, я помню ТИКСи, начиная с 7 лет, я потом в 7 лет туда вернулся впервые. Впервые после того, как уехал. Тогда родители переехали в Москву, получается? Нет, родители в Якутск переехали. Они приехали сюда, начали, значит, тогда вот как раз все уже начали искать разные там пути заработка. Вот родители там какими-то маленькими делами, там, бизнесами занимались. Тогда ты здесь, в Якутске, учился, да? Я учился в Якутске до 5 класса. В какой школе? Я учился в 31-й школе. В Сахакорейской я учился с 1 по 3. Потом в 5-й школе.
Ну, в 33-й, 9 класс, там 2 месяца М. поучился, там надо было. Как раз пораньше приехал Мгм. и заканчивал 9 класс здесь. Вот. А М. 11 класс 10-11 я закончил в Москве, этот экстерном я закончил последние 2 года. И у меня выпускного не было. И у М. меня много друзей с 5-й школы было, и у меня выпускной был в 5-й школе. М. Ну, то есть у меня его прям здесь не было, мы там эти теплоход, вот эта вся фишка там раньше была. Я с 5-м, брат мой здесь учился, и вот я к ним присоединился, и мы выпускной там на корабле провели. В общем, с 5-й школы меня связывает выпускной. И уже ты уже другой, получается, да, и сидишь здесь, уже номинант на Оскар. Жесткое вообще. Я в шоке. Мы все так, как будто бы мы все были номинантами, вообще так радовались. Не, я чувствовал эту поддержку, и я и сестра, мы чувствовали поддержку республики в целом. Мне кажется, республика наша, она очень активна. Вот Yeah. очень активно эта энергия чувствуется, когда там вот такие события происходят, как там Оскар, ну и не только. Когда разные культурные какие-то достижения там наших земляков случаются, то это чувствуется поддержку. Это, ну, я нигде такого не видел, да, прям хорошо по-настоящему так выраженную вот эту поддержку. Вот. Но чисто искренняя поддержка и искренняя любовь Да, 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 к искусству, получается. да, это точно. Это, если кто не понимает, кимейдеуэ пуллагана, на Оскар это как будто бы Олимпиада для для культурных деятелей. Мгм. Это пик. Вот мне интересно, после вот всего, что с тобой произошло, там типа номинант на Оскар, Мгм. звезды, красная дорожка, да, и гильдия операторов, ты уже член. Ну, не оператор, я член Американской киноакадемии, как раз-таки вот Вообще в Оскара. целом. В целом, Жестко. да. И после этого ты изменился или вообще типа какая-то что-то в тебе изменилось или как сознание, понимание вообще в целом мира или ваше искусство, вот что-то. Ну, такие события, они, конечно, меняют. И потом круг общения, который там был на Оскаре, да и потом в целом после. Оно, конечно, тебя меняет. И тут, наверное, важно просто правильно направить вот эту... Правильно впитать вот эти все моменты. И направить их в там, свое творчество, свою деятельность. Вот пока вот получается, я это все стараюсь направить. Оно дает больше уверенности где-то, честно скажу, дает больше уверенности. И она помогает, эта уверенность, да, там, на проектах разных, когда ты пишешь, работаешь. Спрос к самому себе выше становится. Вот, и по умолчанию уже сразу так. То ты попал на Оскар, я слушал подкаст, и ты сказал, что через Берлинар, да? Ну, у нас премьера была, фильма «Выход» была на Берлинском кинофестивале. Вот, за год до Оскара. То есть оттуда началось путешествие нашего кино. И до этого Санденс. Санденс был, да, Генезис. Генезис 2.0, 2018 год, премьера. Там получили за лучшую операторскую работу. Ты приз. был оператором. Я был режиссером и оператором. Да. Ну, мы совместно с Кристианом Фраем пошли такое в сорежиссерство. Ну, вот кто не видел фильм, посмотрите, там как раз-таки есть линия там 2 режиссеров. Вот, и я снимал как раз у себя на родине, в Булунском районе. Это же, получается, Новосибирские острова, они принадлежат, ну, не принадлежат, а входят в состав Булунского района. Булунский район, ага. Ну, это, ребята, это не интервью. Да, я тоже хочу рассказать нашу историю. У нас, ну, мы сняли свой первый короткометражный полнометражный фильм «Тимир».
И мы участвовали в Кыргызстане в одном лагере. И там был отборщик из Германии, ну, то есть фестиваль Беллинар. И один отборщик пытался взять наш фильм Мгм. «Тимир». Мгм. В то время у фильма был только черновой монтаж. Мгм. Там и Антон Долин был. Ну, тоже он хвалил, сказал, что надо брать. И там не в основной конкурс, а там что-то форум, либо другой раздел был. Мгм. Там, где чисто авторское кино, ну, типа экспериментальные фильмы. И вот мы очень сильно волновались с другом, потому что мы почти близко на Берлинаре. И мы Мгм. вот через них мы отправили. Мгм. И долго-долго ждали. Мгм. Сказали, что фильм прошел по художественной ценности. Мгм. Сейчас решают другие Мгм. проблемы. Потом к нам на почту пришло письмо большое. Сказали то, что фильм хороший, но из-за политических взглядов мы не берем ваш фильм. Мгм. Они оправдали это тем, что этот фильм выйдет в российский прокат, ну, ваш будет здесь прокатываться и будет зарабатывать логотипом Берлинар деньги. Мгм. Вот мы получили такое письмо, Мгм. и как-то очень обидно было. Вот, Обидно. типа, аж даже чутка было обидно то, что, типа, как будто бы вот мечта была где-то вот здесь, ну, я сам себе поверил была, да? Мгм. И вот, и как будто бы я не виноват или что, и дальше мне снимать или не снимать. Вообще, типа, и потом я только понял то, что почему мне нужны, типа, фестивали. Я же просто люблю снимать кино. Неважно, типа, Правильно. возьмут меня или нет. Вообще пофиг. Главное, я люблю снимать кино и буду снимать то, что я хочу. Но все равно. Мгм. Вот сейчас в стране, ну, сложное положение. И, а, и сейчас вот по-любому, мне кажется, все равно есть возможности выйти, пробиться. Вот в твой случай тоже это подтверждает. Вот сейчас мы вот наверное, у тебя были какие-то выходы, связи, знакомства. Вот нам обычно вот мы здесь в республике снимаем кино, и как вот что же сделать, чтобы туда попасть? Ну, Хм. как минимум, ну, твое видение. Знаете, мне кажется, наверное, одна из таких важных моментов, когда ты снимаешь кино, не думать о том, что ты снимаешь под фестиваль какой-то определенный. Или снимать кино. Ну, если мы говорим про авторское кино, да? Да, Не заказное, не да, да, да. коммерческое. Если мы говорим про авторское кино, то думать о том, сколько я заработаю денег, я выпущу этот фильм, так я на этот фестиваль точно должен попасть. Это все. Это ты становишься пленником вот этого иллюзий, пленником каких-то уже рамок заходить. Оно психологически все равно тебя дергает, да, внутри, и тебе не дает тебе такой свободы определенной. Вот, поэтому очень важно, когда ты делаешь кино, думать больше о чем ты, что ты хочешь донести, какую мысль, да, что ты хочешь передать, да, своим фильмом. И вот это, наверное, самое важное. А касаемо кинофестивалей, много разных путей есть, как пойти. Можно пойти самому, да, когда я учился в ГИКе, мы сами отправляли свои фильмы. Мы делали много разных ошибок. Плохие субтитры, плохие переводы, да, это очень важно для кинофестивалей. М, То есть будет отборщик смотреть, и он уже увидит. Кино должно быть выточено идеальным, да, там, чтобы субтитры были правильно читались, чтобы можно было правильно прочитать, понять мысль, да, чтобы цветокоррекция, звук. Это и есть конкурентоспособность фильма. м, Оно выражается, конкурентоспособность выражается за счет технического качества тоже. То есть важно же, чтобы твой фильм поняли, мгм. где-то там в Германии, там, отборщики из Германии, чтобы он понял
что ты хочешь донести, даже просто технически, чтобы было слышно, чтобы М. было видно, чтобы цветокоррекция была, да, вот. В этом есть моменты, да. Понятно, что не хватает бюджетов, где-то и порой самоучка, и думаешь, че, пойдет нормально, да. И вот эти моменты надо в себе работать над этим, работать. И потом есть дистрибьюторы Мгм. разные. У нас же как в документальном кино, да, и ты режиссер, ты оператор, ты и продюсер, ты Мгм. и монтажер, и такой человек-оркестр. Мгм. Ну, по крайней мере, такое часто бывает. И вот прокачать себя именно с продюсерской точки, с продюсерской стороны, с роли продюсера тоже очень важно. Тогда ты сможешь творческую часть, ты будешь понимать, как она работает, и продюсерская часть тоже. И вот эта комбинация, она сможет дать правильные коммуникации с дистрибьюторами, с отборщиками фестиваля. То есть именно творчеством, но хочется все равно попасть э, на Берлина, на Канны. Ну, мы же все об этом, конечно же, мечтаем. И вот что надо сделать, как бы именно вопрос примерно был такой. Но я примерно понимаю, да, надо найти... Ну, и у меня, да, допустим, я не умею говорить на английском, я плохо... Ну, у меня мало знакомств, то Мгм. есть меня должен кто-то проталкивать, наверное, да? Или как? Ну, Мой продукт, то знаете, есть. как я думаю, если что-то, вот ты чувствуешь, что тебе что-то не хватает, если есть возможность сделать, чтобы этого было, ну, хватало, да, допустим, язык выучить, это сложно. Мгм. Вообще кино все знаем, да, ну, не все, но, по крайней мере, те, кто в профессии, понимают, что кино — это сложный процесс. И чтобы быть конкурентоспособным, да, и чтобы, ну, даже не конкурентоспособным, а просто даже вот тебя отобрали на кинофестиваль, да, на Берлинале условно. Ты туда поехал, и языковой барьер, Да, сразу. да. Мне А нужен тут ты второй должен, чел. да, ты тут, и ты, ну, как сразу какая-то стена возникает, ты не сможешь там объясниться или рассказать про свое кино, тот же Q&A, те же встречи там с продюсерами, кто там подошел предложить что-то, это. Тут язык очень важно, Да, очень важно. я почувствовал себя очень тупым вот в Кыргызстане. Там был француз, этот Канны, Мгм. венециан, отборщик. И они вот так рядом рядом Мгм. и я не могу с ними общаться. Да. И стыдно вот так что-то через Google, вот это все. И я дал себе слово, типа, я приеду в Якутск, буду учить английский. Но нет, М. прошло почти 2 года, я не учу. Но если у меня такие, да, амбиции, если у меня есть, то надо, походу, да, учить. Да, да. Да, это важно, это важно. Э, Важно не выучить язык, важно себя вот настроить, Не, себя взять, так сказать, ну, инициативу в свои руки. ну да. Вынос только собственного фундамента. Тесто раскатываем вручную. И ставим мы по особому рецепту. Пользуются безопасные натуральные ингредиенты. Следующий ваш проект «Кончится лето». Мгм. Выйдет 7 27 февраля. Күнүндагыттар художественный фильм. И там снялся главный актер России Юра Борисов. И наш парень Владислав Никаноров тоже снялся. Убагатя была, молодец. Он Мгм. вместе в одном
кадры снялся с Юрой Борисовым, номинантом на Оскар. Да-да-да. Прикольно, вахта. Четко. И вот, расскажи немного про фильм. Фильм «Кончится лето». Мы снимали... Фильм «Кончится лето» мы снимали в Якутии, у нас на родине. Я снимал этот фильм совместно с Володей Манкуевым. Вот, это мой друг, товарищ и в творчестве, и в жизни. Вот, мы с ним прошли вот этот большой длинный путь. Вот, это мой дебют в роли оператора, постановщика и в роли режиссера. До этого у меня не было ни единого опыта в игровом кино совсем. Ты сам снимал, получается? Я сам снимал. Понял. Да. Сам снимал и долго думал, нервничал, волновался, как это, а потом подумал, что у меня хорошо получается там, касаемо документального кино, и подумал, что весь процесс вот как комфортно попробовать так его сделать. Вот. Фильм, да, выйдет 27 февраля. Долгий путь был у нас до экранов дойти, да, и чтобы у нас дистрибьюторы появились, прокатчики. Вот, ну, я рад, и у нас очень хороший прокатчик, компания «Вольга». «Вольга», да, и достаточно много у нас будет залов показов по всей России. Вот, 17 февраля у нас будет премьерный показ в Москве. Вот. И, в общем, там есть билеты в доступе еще, если успеете, то берите. «Каро», первый зал, кинотеатр «Октябрь». Ну, что про фильм? Я думаю, так, если в процессе будешь задавать вопросы, то... Логлайн. Логлайн. Криминальная драма, история про двух братьев. Во. Уже сразу же продает фильм. Кинотеатрга хаджарын интерехине бәйт уатарбыт мандык Москва, Россия лохан артистларын кытта. Вообще прикольно, то, что вы на таком уровне снимаете, приглашаете крутого артиста. Мне ребята сказали, что Юра вообще пацан, под пацаном. Типа. Юра прекрасно, он простой парень. Да. Простой парень, и нет у него вот этих звездных каких-то моментов. С нашими ребятами они общий язык нашли на площадке. Классный ансамбль. Я вообще доволен в целом нашим кастингом, как все сложилось. И наши якутские актеры прекрасные. Такие самобытные, самодостаточные, мощные, короче. А ну-ка. Это же фотка была, где Юра Борисов с Бирпахом стоит. Четко это. Ну, Юра, он очень ответственный. Он, как это называется в кино, зазерница, да, когда ты, так сказать, входишь вот в эту и понимаешь там как ментальность, быт, культуру, вот это все. И вот он специально, он приехал пораньше, до съемок. Почувствовать, походить, погулять. Мы тут с нашими друзьями собирали разные там типа на шашлыки еще куда-то, чтобы он мог просто пообщаться, узнать. Он такой сам по себе любопытный. Вот, и, так сказать, входил в роль потихоньку. Потому что Якутию за один день-то ты не... Даже за ту неделю, которую он здесь был. И тут, да. Но не успеешь. Он справился. Вот я думал, что типа Максим Арбугаев номинант на Оскар, и у меня как будто бы будет куча вопросов про Оскар. Но сейчас у меня нет ваших пусто. Вот что ты можешь вообще рассказать зрителям именно вот тему Оскара? Может быть, я чего-то не знаю, может быть, тебя что-то удивило. Хочется больше узнать про Оскар. Больше узнать про Оскар. Ну, что я могу сказать? Ну, мы туда приехали наверное, за месяц до того, как сама церемония была. Вот этот званый ужин, званый обед был. И мы решили не уезжать, остаться. И ездили, знакомились с разными людьми. И
с разными там режиссерами там из России и с актерами там из России. Ну, с кем была возможность, мы встречались, знакомились, просто разговаривали. А, Сам Оскар для меня, он достаточно быстро прошел. Да, Как сон, быстро наверное, пролетел. ещё. Да, я в этот период еще работал как раз-таки над, над разными идеями, историями. Вот для меня это была возможность поработать, настроиться на следующие там проекты. Вот. Но все события, которые волнительно было, кстати, красная дорожка, она была не красная, она была цвета шампань, как именно в тот год. Они ее так как-то решили поменять. Вот. Ноль пафоса там. Да. Да. Нет такого, что там это зона для А, успешных и ага. богатых, а это зона для Ну, номинанты обычных все... документалистов, которые а, пришли. Все в одном месте, не было какого ограничения, все подходили, свободно можно было подойти к любому, просто поблагодарить там за какое-нибудь кино или просто сказать пару слов. Вот. Все вот в таком формате проходило. И меня это так не поразило, а, ну, приятно было, что ты чувствовал себя комфортно, не чувствовал какого-то, знаешь, там, ходить там, смотреть по сторонам. в плане вообще организации мероприятий, типа паузы, либо что-нибудь такие моменты были, что типа Паузы здесь были. организация типа плохая, вот это не учли, либо у них все тип-топ. Не-не, все, ну, слушайте, американцы, они, наверное, номер один по шоу, Но устраивать шоу. И у них очень круто работает маркетинг, и менеджмент, да, весь процесс очень хорошо работает. Вот, и во время церемонии, если ты выходишь, там, условно, в туалет или там воды попить, то если там тебе дают буквально там 4 минуты, вот, если ты не успел, то дверь закрывается только через объявление следующего номинанта, есть пауза, ты можешь зайти. Вот. Я не знаю, были ли случаи, когда кто-то пошел воды попить, и тут его номинация, а он стоит за дверью в коридоре. Не знаю, было такое или нет, но было бы весело. А этот в Оскаре есть знаменитая камера под слоумо. Мгм. Вот. Ну, не знаю, я ее что-то не заметил. Я понял, такой еще с кудрявым. Да. да. вот это, Я ее не видел. м, Там уж много карманов достаточно. Ты там заходишь, а, проходишь, потом этот карман. Ну, у нас был пресс-агент, наш пресс-агент, кто, собственно, у него было полное расписание, к кому мы подходим, кому мы даем интервью, и что лучше будет работать для нашего фильма, для промоушена. Ну, это грамотно. Ну да. Чем вот просто ходить, и ты там можешь бесконечно ходить, давать интервью. Мгм. Ну, ты даешь тем журналистам, тем каналам, которые То есть работают на, как бы, ну, будет более-менее так работать на твой промоушен, на твой следующий там то прокат, есть не прокат. журналисты тоже вот по этим, да, по секторам стоят. Ты идешь по этому коридору, по коридору идешь, и они, получается, за бортиком стоят. Блин, а вообще где это происходит? Типа это какое здание? Вообще в целом? Это Dolby Digital театр, прям в Голливуде, где это аллея звезд. М, Там проходит м. вот большой такой театральное такое пространство. А в Голливуде, ну, у нас получается такой прям вопрос-ответ. Ну, типа, в Голливуде говорят, что там, типа, бомжей много, там вот это все, грязи много. Вот какая вот она, Голливуд? В реальности, ну, вне. Ну, не, конечно, есть эти моменты там, ну, наверное, это еще и плюс-минус с климатом связано, потому что там достаточно теплый климат, и там как-то комфортнее, что ли, наверное, если ты без дома, Да. ты можешь спокойно там где-то это
Ну, есть эта проблема, она всемирно известная. Там большая с этим проблема с homeless, да, с бездомными. И я не вникал, честно, в эту как это образовалось. Ну, есть какие-то определенные догадки в целом, но так, чтобы... Типа Может быть, если я бы туда поехал бы жить или Да. там жил бы там, то, наверное, думал бы про это. А так, мы жили в хорошем районе, в Санта-Монике, там этого я не видел. Вот. Сейчас я вернулся буквально где-то неделю назад, я вернулся с Лос-Анджелеса, там я жил в даунтауне. Вот там прям я почувствовал, насколько там много бездомных и такой на уровне сумасшедших достаточно много. Но такой прям супер опасности я не почувствовал. Но опять-таки надо пожить, посмотреть, все же Тогда от случая к случаю. планируешь, да, там фильмы снимать? Ну, Ваши я идеи? сейчас вернулся со съемок, я там снимал проект вот, про смешанные единоборства. М. И там был бой. Я поэтому туда поехал. Четко же. Вообще жестко. Это для Netflix, да? Или... Ну, сейчас ведутся переговоры в целом. А, Как, что. Вот, ну, посмотрим. м, Посмотрим. ну, так. Сейчас мы в монтаже, надеюсь, получится картина. Вот, осталось чуть-чуть. Все, съемки закончил. Четко, четко. Да. После номинации на Оскара, наверное, плюсов очень много предложений. Вот американские студии выходят или нет, типа вообще, как это, типа, звонков очень много, у тебя есть ли у тебя агент там? Агента у меня нету. Предлагали, и там я тоже ездил, встречался с разными агентствами. Вот, но я для себя пока решил, да, и больше двигаться по своим вот авторским фильмам, делать свое кино. Мне как будто бы пока не нужен агент. Вот. Может быть, со временем, да. Вот помощник, может быть, там, в роли ассистента был бы, наверное, да, думаю об этом. Так, ну, помощь, потому что где-то объем иногда, там порой бывает по 3 проекта одновременно идут, бывает 4 проекта одновременно идут, ты просто где-то не успеваешь просто тупо ответить на сообщения какие-то, на имейлы. И может в этом плане, может быть, будет хорошо, но время, тоже нужен такой человек, который... Ну, в целом, предложений было очень много, да? Предложения есть, предложения идут разного, и там, и с точки зрения режиссуры, и с точки зрения операторской. Вот, но я стараюсь очень аккуратно выбирать, Да. в чем участвовать. Силы, они, батарейка, она же одна. Ну, Да, и она может быстро разрядиться, потом не хватит на самое важное. где? Да, как это на телефоне. Когда ты сидишь в видеоигры, играешь какие-нибудь, а потом тебе надо срочно позвонить, а у тебя батарейка села. Да. Типа Ну, того. Ну, Антон, вот кончится лето, сценарий кто писал? Сценарий. Мы вместе разрабатывали идею с Володей Манкуевым. Вот. Я пришел к нему как раз, когда мы снимали фильм «Выход». Что-то так, ну, мы там 3 месяца же были, много времени свободного, и ты так, знаешь, бывает, лежишь, что-то думаешь о жизни, и вспомнил историю, которую мне рассказали, там, где мы снимали, на золотодобывающей вот этой артели. Вспомнил историю про 2 братьев, которая была в реальной жизни. Вот, они ограбили хранилище и бросились в бега. Основано на реальных. Это, я бы сказал, вдохновлено реальными событиями. То есть сам старт от реальной истории. И дальше мы уже решили поразмыслить, а что было бы, если они вот так. У них эта история закончилась как очень просто. И это стало таким, как Володя Манкуев говорит, тупое русское ограбление. Там потом подумаем, как закончится. Да. И вот я приехал,
Мы с Володей встретились в Москве. Что-то сидим, разговариваем. Я говорю: «Вот хочешь, я тебе историю расскажу? Вот такая. Он круто, ему это понравилось. Мы оперативно просто начали думать, писать. Писали, почти год, наверное, мы писали. Вот, и потом, и в промежуточном где-то периоде показали Боре Хлебникову, нашему продюсеру, Саше Плотникову. Они нас поддержали, говорят: давайте дальше, ребят. Работайте, будем запускаться. Вот, и запустились. Четко. Да. Четко. За сколько дней здесь Сняли? Ага. У нас Месяц, да? 28 смен было, где-то 2 месяца. Просто дороги были, переезды. Ну, мы хорошо шли. Как, знаешь, это... Как марафонцы. Чем отличается художественное кино от документального? Я бы говорил игровое и не игровое кино. Потому что документальное кино, он тоже художественное. извиняюсь. Не, это не. Да я- Это знаешь, как мне еще не нравится, когда говорят слово «документалка». Это как-то принижает, да? Ну, вот есть девушка, да, есть, как можно еще девушку грубо назвать, да, условно. И также есть документальное кино, и есть документалка. Можно док сказать. Да. Но это моя личная, это не то, что я вредный там, всё. Да. Но иногда это... Так правильней. Но это правильно, да. Игровое играют актеры, не игровое. Да. Вот, не игровой... Игровое, не игровое. Да, вот как... Даже когда вот объявляют там, условно, какую-нибудь премию, Ник и Золотой Орел, там, лучшее неигровое кино, или там лучшее документальное кино, лучшее игровое кино. То есть там не пишут лучший художественный фильм. То есть, вот такая формулировка. Что, типа, художественный фильм, это как будто где-то отсюда... Художественная, сам по себе художественность, да, там как... этот термин вообще откуда-то тогда вот взялся откуда-то он взялся, я не знаю. Вот. Интересно. Те, кто не из профессии, те, кто не связан с кино, все, они даже не знают слова игровое. Они говорят художественное кино. Но будем исправлять. Да. Не, это нормально, это нет, Да. это нормально. Это просто, знаешь, там, как еще бывают операторы злятся, им не нравится, когда говорят слово «картинка». Да. Да, мне там картинка понравилась. Неплохая картинка. У Роджера Диккенсона неплохая картинка. Вот. И, как говорить, изображение, да, там, типа, изображение. Но картинка и изображение я как бы еще нормально. Да. Ну да, типа документалка. Но я когда с кем-то картинка. работаю, там с новыми ребятами, то в самом начале, если услышу документалка, просто так осторожно так. Вот как сейчас. Ну да. Да, но я не зануда, ребят. И в целом я хотел спросить именно, когда ты снимал игровое кино, там же надо думать монтажно, то есть сцены надо... А в документальном тоже надо думать Ну, монтажно? я документалку тоже снимаю, но в художественном ты же полностью контролируешь пространство. То есть движение актеров, движение камеры. А в документалке ты... извиняюсь. Я уже привык. В неигровом кино ты как будто бы чувствуешь и как бы больше как-то пытаешься предугадать. В моем случае, так. И вот вообще, каково тебе было вот так снимать игровое кино именно технически? Не технически, давай технически. Просто подход, сам подход? Да, именно вот в плане монтажного мышления. Просто монтажное мышление у меня появилось совсем недавно. То есть я умел, раньше я вообще не умел раскидывать сцену. И вот
Может быть, у тебя ну, ты же, по идее, учился, я нет. Может быть, ты уже базово уже знаешь. Мгм. В Ну, чем отличие, как бы? Ну, и у меня тоже не было опыта. Ни одного опыта не было даже на коротких метрах, там, на клипах особо там такого опыта не было. Я тоже волновался, я просто думал, так, а как там? Ни разу на площадках не был игровых. И М, тут вот, значит, начинаем делать команда, там, условно, 40 человек. Когда я привык, там, 2-3 человека у нас там в документальном. И потом стрессовал, думал, так, как. А потом так взвесил и подумал, а что у меня лучше всего получается в кино? Там, документальный, да, подход. И я подумал пойти вот именно документальным подходом к игровому. мгм. Попробовать. У нас не было ни раскадровок, у нас не было каких-то прям конкретных набросков. Я в голове держал. Я очень хороший скаутинг сделал. Посмотрел все локации, где мы будем снимать, как примерно будет проходить там, построение кадра. Вот это все я продумал. Это мне очень помогло. М, То есть я в голове уже представил, как вот этот эпизод будет сниматься, какая будет там по свету, как это будет по движению камеры. Это мне помогало. И я не создавал себе, я хотел просто отпустить вот эти моменты там, не загонять себя в рамках там раскадровок, чтобы актеры двигались по точкам, да, Мгм. там вставали. И старался, и с художником мы разговаривали, и с Володей мы разговаривали. Я старался так, чтобы у нас было 360 градусов мы могли снимать во время, в мизансцене. Мгм. Условно, вот где мы сейчас здесь, Мгм. вот, да, 360 градусов. Тогда, типа, художник базово все делает и уже... Да, художник у нас, получается, они старались сделать это все на 360, чтобы... И как в документальном кино обычно происходит, то ты не говоришь своему герою, там, Мгм. сядь здесь, пройди сюда. Да-да-да. Камера подстраивается под героя в документальном кино. Мгм. И вот в «Кончится лето» я решил, что я также попробую сделать. М. Чтобы не актеры, обычно актеры, да, там подстраиваются под камеру по каким-то точкам. У них есть определенная зона, где они там Мгм. должны встать и начать разговаривать. Конечно, у нас эти моменты были тоже. Понятно, что это условно, но Мгм. мне это помогало. М. И я очень много импровизировал с М. движением. М. Мы с Володей что-то обсудим, так. И потом я просто в процессе, во время уже дубля, снимаю, и я такой, вот хочу подойти ближе, аккуратно подойти ближе. Я начинаю подходить. Увидите, в кино достаточно такая документальный подход где-то в этом есть. И мне стало сразу легче, проще. Ну, типа... И я собрал ребят, команду. Вот у меня Саша Красновский был, помогал мне там, Коля Корниенко. Они документалисты. Ну и в игровом у них тоже есть опыт. Но так они документалисты. И я их взял, пригласил в команду свою специально, чтобы мы могли свет поставить так, как это в реальной жизни. Чтобы не было этих вылизанной истории, чтобы зритель, когда смотрел, он понимал, что... зритель, чтобы смотрел, у него просто на подсознании он верил этому. Что, условно, там пакет пятерочки на заднем плане, там какой-то, условно, да, там что-то какое-то где-то неряшливость может быть небольшая. Оно жизни добавляет. Ты веришь, и, конечно, это зависит еще много от игры актеров, да? Но к визуальной части мне хотелось как-то обытовить эту историю. Понимаю, ты больше снимал с плеча, ну, вообще, типа... Ручная камера, да. Да. Ну, не все, но есть у нас и коптер, но все на статике, без вот этих эпических всяких пролетов. Да, кстати, вот мы прошлой весной снимали вот УБХТ-3, и мы вот коптер тоже
статично сняли один план, его прикольно вообще, типа, как будто бы штатив стоит высоко, и движения нет, статика. Мгм. И это прикольно, короче. А Ну да. без движения, короче. Оказывается, тоже можно так использовать коптер. Да, да. Чисто статика. Ну, как будто ты на холме. Да, С горы снимаешь. Да. Вообще в целом ты какую съемку любишь, то есть статику, либо то... По-разному я вот... ручная камера мне нравится. м, И статика мне нравится тоже. Одинаково. Ну, это знаешь, как, типа, в детстве спрашивают, кого ты любишь больше, маму или Ну папу? да. Вот тут, Это как что я больше люблю, статику или ручную? Ну, это как вилка и ложка. Если надо пойти на каток покататься на коньках, то с папой. Да. Если надо там вкусно покушать, то с мамой. Да. И тут также, если надо сделать такой кадр, то вот так. Все, задача. В процентном соотношении, наверное, в документальном кино, наверное, ручная камера больше всегда. работает или нет? Не всегда. М, Есть прекрасные фильмы, которые сняты только на статике. м, Ну и потом фильм «Выход», и достаточно много статики мгм. и много ручной камеры. Просто есть уровень ручной камеры разный. Да? Это как? Ну, это как... Вообще, мне кажется, съемка с ручной камерой — это отдельное вообще искусство. М, Для меня большой пример, допустим, Вернер Херцог. Есть такой знаменитый документалист. мгм. Он режиссер, и вот у него есть разные операторы. Как она работает, там, камера ручная. И так вот, если посмотреть, как работает камера ручная там, в разных фильмах, она всегда разная. Ее можно почувствовать. Ну, может, обычный зритель не увидит, да, там, он не скажет, там, вот это такая ручная камера, это такая ручная камера. Но мне нравится в ручной камере то, что есть такое понятие, как внутрикадровый монтаж. Мгм. Ну, условно, я с камерой, да, вот здесь стоит стакан воды, я снимаю, допустим, просто статика у меня, да, ручная статика, заходит рука, берет этот стакан воды, мы начинаем идти за этим стаканом, потом начинаем делать панораму на портрет, открывается герой, он куда-то смотрит, что-то говорит, переводится камера направо, подходит, допустим, какая-нибудь девушка или парень, и ты начинаешь на этой ручной камере подходить все ближе и ближе, выходишь в профиль, потом уходишь на общий план, и это все одним кадром, условно. Да. Да. И там Ну, очень внутрикадровый монтаж он разный бывает. Ты просто с одного объекта переходишь на другой, то есть чтобы не было вот этих склеек. У тебя внутри одного кадра происходит движение. Но это нужно же предугадывать. Чуть 2 секунды замешкался, уже затянуто. Уже монтажер катнет. Но. Да. И это через практику. Я, когда учился в ВГИКе, я на метро добирался до университета, и мне нравилось просто сидеть и смотрю, допустим, на людей, и мне нравилось, как будто бы я с камерой сейчас сижу и вот эти делал панорамы, типа там кто-то разговаривает, и так сюда панораму переведу, сюда переведу, туда, и смотрю, и в голове монтировал, вот как я этот эпизод сейчас, как этот диалог можно было бы прикольно снять. Увидел отражение, так, можно этот кадр начать через отражение, сделать легкое движение, откроется второй собеседник, условно, и потом перейти на какие-то восьмерки. Восьмерки, вот эти, американская восьмерка, там прямая восьмерка. И думаешь, так, какие восьмерки еще могли бы быть? А дай-ка я сейчас сделаю восьмерку на длиннофокусном объективе, уйду далеко и прострелю там на 400 миллиметрах, допустим, такой портрет. Ну и всякие вот такие вещи, они помогают. Потом ты, когда выходишь на съемку, у тебя где-то, знаете, как в библиотеке, там раз такой... была. Да, И в это основном- называется прожить в теории. Жизнь в теории прожить. Четкий лайфхак. Это мне вообще. помогает, это мне В целом. мама посоветовала однажды. Вот даже если это не с кино связано. Допустим, есть какое-то важное событие в вашей жизни. Да?
Ну, не знаю, допустим, ты едешь встречать девушку в аэропорту, которую ты не видел там год, да, условно там. И ты вот волнуешься, не знаешь, там, как все пойдет, как вы встретитесь, как вы будете разговаривать, что дальше. И ты вот перед сном ложишься, закрываешь глаза и 3-5 вариантов накидываешь. Что пойдет не так? Что пойдет так? Что будет? А если вот это? А если она скажет там вот это? Или если она что-то скажет, типа, все, мы расстаемся. Да? Ну, вот всякие вещи, да. Моделируешь. Ну, И как ты из этой ситуации выйдешь? Как ты на этой ситуации отреагируешь? Как ты поступишь? И потом ты засыпаешь с этими там 3-5 вариантов. Потом приходишь, это встречаешь, это случается. И Вариант ты- номер 3, да. и ты Она уже тебе говорит, подготовлен. мы расстаемся. И ты уверен, допустим, знаешь, Да-да-да. как отреагировать на этот вопрос, чтобы... Понятно, ты потом пойдешь и будешь страдать, но, по крайней мере, вот эти моменты. И это очень помогает. В кино ты лежишь и думаешь, так, завтра у меня очень важная сцена, там, не знаю, каждый может любую сцену свою придумать, да. И ты лежишь и сидишь, лежишь, неважно, ну ты думаешь о том, как завтра ее снять. Ну, вплоть доходит до того, что вдруг там что-то случится с актером, да, там, как переформатировать, если это, как поменять это все, это... Потому что если ты к этому не подготовишься психологически, то ступор будет. Может Потеряешься. быть, больно даже, может быть, Да, да? и ты такой, так, и Стрессовать. тишина, да. Ну да. Мне очень понравилось то, что, ну, многие люди, наверное, тоже, допустим, в метро, либо в автобусе смотрят на людей и вот представляют что-то, да. Вот я обычно смотрю на лица и на одежду и уже выстраиваю персонажа, типа, что с ним, это у него, типа, если он такой, то значит он что-то делает, что-то у него случилось. И дальше от этого я думаю, вижу персонажа и думаю придумать фильм. Вот твой лайфхак, тоже прием очень прикольный. То есть тоже это натренированность. Типа надо этим пользоваться, ребята. Чувствовать кадры и уже думать. То есть воспользоваться пространством, как это снять вообще в целом. Да, очень, очень четко. Ну, ты сейчас сказал про лицо, про одежду. И там, да, можно как-то примерно охарактеризовать персонажа. И я бы еще сюда бы добавил руки. Вот представь, допустим, тебе сейчас просто вот ты лиц не будешь видеть, ты будешь только видеть руки. И вот так Я в таком- несколько. И вот это тоже интересно. Нам мастер говорил, что руки — это отражение тоже. Что человек делает, чем занимается. В таком плане я думал про обувь. Обувь тоже, Обувь тоже. много рассказывает, Обувь но тоже. руки, да, тоже могут рассказать. Да, но обувь ты ее можешь поменять. Да. А Скрыть руки что-то. руки ты не поменяешь, эти шрамы и там Да, разные там. да, руки лучше рассказывают историю. Мгм. Четко. Жестко ушло на технические эти аспекты Ага. кино. Зрителям, наверное, как-то скучно стало, да? Наверное, но мне нет. Мгм. Ну, тут даже не столь технические. Мы же поговорили про... Это применимо Ну да. к любой профессии, просто к жизни применимо. Мы же, по сути, мы снимаем, да, то, что делаем, документальные фильмы, игровые фильмы. Мы передаем то, что нас волнует, то, что в пространстве нашем есть. Социальные проблемы, да, там. И не только проблемы, да, там и юмор тоже, да, ментальность, культура. Всё это мы просто передаем это посредством кинематографа. Вот. Кино уникально тем, что это синтез музыки,
театра, Мгм. литературы. Что еще давайте? М, Вот живопись театр, вообще. живопись, Ну, то вообще там, изобразить- хореография, да, Да. все. И это уже удивительный синтез. Мгм. Сколько всего в кино может быть. Ну да. И кино может быть открытым, закрытым, ну, в плане, ну, понятно, открытое кино — это там... Открытый. Ой, закрытое кино, ну, как, не знаю, это моя формулировка, Ага. может, тут будет потом критика, но есть понятие для меня там закрытого типа вида искусства, когда вот литература, она тебе диктует, она тебе говорит, что ты должен чувствовать, да, плюс-минус. Ты, понятно, ты воображаешь, Мгм. читая, условно, Достоевского, ты там представляешь, каждый из нас будет представлять героя по-разному. Мгм. Каждый, Ну, да, своего. своего. Мгм. Но там есть четкая драматургия, Мгм. что вот у этого цель такая-то, и заканчивается, есть там финал. Мгм. А есть, допустим, открытый вид искусства, как классическая музыка. Мгм. Ты типа... Ты слушаешь, условно, там, Шопена, Бетховена, да, Мгм. и ты же представляешь, наверное, не то, Что-то что я своё. чувствую, не то, что представляешь, то, что ты чувствуешь. Да. Да. Ты чувствуешь чувствуешь, может быть, агрессию, какой-то конфликт там внутри музыки. Кто-то чувствует какую-то меланхолию или там, неважно, еще какие-то чувства. М, И это как бы вот открытый вид искусства. ну И в да. кино тоже есть. Есть кино такое пространное, более такое медитативное, философское, да, там, М. какое-то космическое, да. Ну, грубо говоря, непонятные фильмы, наверное, да? Вот, да. Ну, я их называю такие открытые, да, Я понял. открытые. И закрытые, условно, там, какой-нибудь Ну, боевик. Да-да-да. У него украли там, Ну, стандартно. семью, и он должен их там спасти. Мгм. А, в целом, и- якутскую литературу читаешь? Ну, Честно, я Писатели. не могу сказать, что прям да, так читаю. Мгм. Но нет, наверное, вот еще пока у меня есть это в планах, и вот мой пробел, который надо мне реализовывать. Олонхо, наверное. Олонхо, да. Олонхо, но мы когда делали фильм «Генезис 2.0», Мгм. у нас есть из Олонхо вот как раз-таки голос вот этой матери земли. М, Вот, и Нюргун Ботру стремительный, и вот это все прочитал и на английском, и на русском, на якутском, и, к сожалению. Ну, ты прочитал. Я прочитал, конечно. Круто. Да. Я пока нет. Да. Я пока нет. В кино, вот любовь к кино, откуда появилась вообще в целом? Ну, наверное, такой самый знаковый, это было, наверное, влияние моей сестры, Мгм. как она фотограф, и, ну, как влияние, она, когда мы снимали, она первый свой проект снимала для National Geographic про охотников на бивней мамонтов, это был 2012 год, я поехал с ней помогать ей, ассистировал я ей, и там я впервые взял камеру в руки. М, И мне понравился этот процесс. Я влюбился в этот процесс наблюдения, думать про историю, думать про людей, героев, узнавать их и через кинокамеру, через объектив. Там это все началось. Потом я начал м. думать, искать. И дорога вот меня привела в ГИК, чему я очень рад. Это хорошая база. И мне повезло то, что я познакомился там с очень интересными людьми, с которыми по сей день работаю. И мы в одной команде. М. Сложно было учиться? Нет, потому что мне нравилось. Чистый кайф, да? Да, когда тебе не нравится, да, часто же бывает. М. Дочка, ты будешь у нас юристом, а ты хочешь быть балериной. Ну и вот Ну, любовь была к учебе. Она мне нравилась. И, как это сейчас говорят, классный вайб был. Типа, когда ты понял то, что кого-то снимать тебе этот твое, то как будто вот так совпало, да? Мгм.
Вот так. Хоп. Но это было интуитивно. Я не было такого, что я так стою, значит, и перед зеркалом и говорю: тебе нравится кино, и ты будешь дальше. Ты не было. Это было так. Цепляло то, что было много вопросов. А как это, как тут? И было стремление развиваться. Думать, искать, узнавать что-то новое. И вот за счет вот этого стремления, что познать что-то новое в том, что тебе нравится, это держало меня очень сильно. Я тоже вот местами снимаю документалки, мне это тоже документальное кино. И главное слово этого подкаста, короче. Я пытаюсь снимать документальный фильм, и что ты мне посоветуешь, вообще, как надо снимать документальное кино? Я вот знаю то, что должен быть герой и должна быть проблема. Типа вот какой-нибудь лайфхак, чтобы снимать документальное кино от тебя. Ну, первостепенно ты сказал слово «герой». Самое, для меня важно — это любить и уважать своего героя. Каким бы он ни был, да, там, искать вот те важные стороны в нем, в человеке. И понимать то, что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь, за то, что ты снимаешь. Вот, и ответственность... Творческий человек несет ответственность. Особенно вот если говорить про документальное кино, за реальных героев. Чтобы... Они доверяют тебе свою вот отрезок жизни, в котором ты снимаешь, да, в этот период. Они тебе рассказывают самые сакральные какие-то личные вещи, да, и там тебя впускают в свою жизнь. И вот это уважение надо сохранять от самого начала до конца и всегда помнить, что ты несешь вот эту ответственность. Вот. Это база, наверное, такая важная. Которую можно иногда забыть в процессе съемки, наверное. Да, но мы все люди, да, понимаешь, это как найти того героя, да, важного там. Это такой нелегкий процесс. Это как друга найти. Да. Практиковаться. Документальное кино не прощает ошибок. Где-то что-то, жизнь все уже дальше пошла. Да. Все, ты не вернешь это. Поэтому стараться быть на 2, а лучше на 3 шага вперед событий. Вот. И если есть возможность, то думать, генерировать какие-то события, может быть, иногда тоже это полезно. Вот. Для фильма. Хотя нет, не всегда. Вот как ты подготавливаешься к съемке именно документального фильма? То есть, наверное, это локации смотришь, да? Заранее знакомишься. И, как можно сказать, это... У меня мысль слетела, блин. Я понял. Да, процесс достаточно, да, такой, подготовка очень важна. Как ты подготовишься, так и в реальной жизни, когда уже будешь снимать, так и ты будешь готов, да, к каким-то этим моментам. Команда очень важна, которая с тобой будет идти. Потому что помимо твоего отношения к герою, важно еще и отношение команды. И это же коллектив, да, и если ты снимаешь, то и они тоже должны... Как одно целое должно быть, как один единый организм. Собрать команду — это еще сложнее, наверное. Порой бывает. Да, найти единомышленников. Да. А так подготовка в разных условиях. Я часто снимаю на севере, и могу сказать, что опыт большой, но иногда себя перепроверяешь, все ли ты там правильно сделал, все ли положил, все ли рассчитал. Да, там, не помню, первые были поездки, ты там берешь одну камеру, снимаешь минус 50, потом заходишь в тепло, у тебя запотело, у тебя жизнь
Ну, из-за того, что конденсат. Мгм. У тебя Классика. тут герою мамы приехала его, которую он не видел 5 лет. И ему сюрприз решила сделать, у тебя камера запотела. И ты ничего не можешь сделать. Ты только глазами запоминаешь и все. Потом в кинотеатре там не будет твоего лица, где ты приношу извинения, у меня запотела камера, и я вот хотел бы вам рассказать просто, как это я увидел. И всё. Ну, все, уже отмазок 0. Но Кино посмотрели, ты уже не можешь говорить, что ну я там хотел, но у меня не получилось. Ну, вот. выход фильм, документальный фильм снимали на какую камеру? Вообще, какая камера тебе нравится? Мне какая камера? Под задачи разные. Выход мы снимали на Blackmagic 6К. М, Самую простую фотооптику вот на 24-105. И, ну да, тут другие. 24-105 фотооптика. Мы же все сами на свои деньги, и никакого финансирования не было. м, Взяли, поехали. м. Все, что было под рукой, то взяли. Ну, конечно, я там подготовился там, ну, по разным фильтрам, там это, но супер простой сет. Супер бюджетный сет был. Ну, сколько там? Ну, прогуглите там. Звук тогда вообще просто на... Звук я писал, звук На у меня был камеру. рекордер. Отдельно. У меня был рекордер еще с Genesis остался. И хорошая стереопушка. М, Я звук писал параллельно. Ну и хорошая вот эта пушка, которая на самой камере. И такая, и бум. Бум я писал атмосферу разных там маршей. м, Ну, вот, шаги и все это перезаписывал. Хороший опыт, на самом деле. Звук очень важен. Думайте про звук. Обязательно. Да. То есть я снимал цех, ну, игры Дагына, и там я проебался со звуком. То есть я не выставил... То есть у меня была просто тупо накамерный микрофон Мгм. рот, и там я забыл этот автомат сделать. Мгм. Вот чтобы так не проебаться, и вообще там же звуковые уровни разные. Возле колонки, если герой станет. Вот. Как мне вот в этом году я тоже буду снимать, и как вот по звуку снять бы прям вообще без звука оператора. То есть я. И есть лайфхак. Помоги. Расскажи. Ну, вот это сейчас я использую. Сейчас вот на крайних съемках я использовал... Есть микрофоны, которые сейчас пишут 32 бита. По сути, это такой RAW. То есть ты потом на посте вытягиваешь эти 32 бита. Все то, что идет там, перепады там колонок или еще чего-то, оно все это регулируется. То есть у тебя не будет звук в браке. DJI Mix. Не DJI. А, Вот чем я пользуюсь, это Rode Pro Go Pro, просто Rode Wireless Pro. Кейсик, у тебя 2 петли и сам передатчик. Петлю ты, получается, ну, смотря какая камера. Надо сейчас говорить про техническую там да, вот эту всю чуть-чуть. историю. Быстро. Ну вот в камере, какую камеру? Скажи, какую камеру? Canon R5. Canon R5. Идет джек, от джека идет в передатчик, Мгм. идет туда, и от передатчика через джек идет у тебя в сам микрофон. Мгм. Все. И пишет у тебя, она в себя пишет. У нее есть генерация тайм-кода. Это обычная петля, Это получается. обычная петля. А, Но ты ее используешь как, что она у тебя в эту петлю записывает то, что у тебя в микрофоне. Что тебе в микрофон приходит. Условно, вот микрофон, ага, вот пошел провод в приемник. маленький такой квадратик. Ага, От этого квадратика в камеру. ага. Где-то. Понял. Да. Просто Понял. на двухсторонний скотч куда-нибудь прилепишь или там. Если есть клетка,
Мгм. Все кино на тейпе у нас. Anlık bu. Тогда у тебя нет такой, типа, любимой камеры, типа, чтоб... Ну, вот скачет постоянно. Ну, Blackmagic, я благодарен Blackmagic. В свое время я был благодарен Sony. Сейчас Мгм. опять на Sony перехожу. FX, Ну, вот да. FX3 сейчас взял. Потому что светосила нужна. А FX 6 слишком большая, да? Ну, большевато. Да потом... Ну, лучше уж Бурана, может быть, тогда взять. Sony новая. Ну, вышла Бурана. М, Вот, ну, дороговато чуть-чуть. м. Не знаю. FX3 вот оптимально. Я на все камеры практически снимал, и для дока есть определенный там набор камер. Для игрового, ну, в основном это Alexa, либо там Sony Venice. Ну, Red в меньшей степени. Почему? Не знаю, я как-то... Понятно, они сейчас уже поменялись. Red я там снимал на последний Raptor. Red, он, в принципе, мне понравился. Но те предыдущие Red как-то они мне показались немножко глянцеватые, контрастные. И не зря их берут в основном для клипов, рекламы. А для кино больше берут Алексу. У нас в Якутске есть Alexa Mini. Мгм. Вот, это вот. Тогда это самое оптимальное, ну, самая лучшая камера сейчас у нас в республике Alexa Mini. для игрового кино. Мгм. Понял? Но мне мечта на пленку поснимать. Да, это, наверное, мечта у всех кинематографистов. Да. Ну, я думаю, что док и на пленку. Было бы классно. На 16 миллиметров. Или на 35. Ну, Кайф. там что получится. Да-да-да. И, наверное, у тебя есть такой топ. Наверное, вот так сделаем. Ты можешь сказать топ 5 документальных фильмов и 5 игровых? Все время мне этот вопрос задают, и все время я думаю, так, какие фильмы, да. Вот, 5 документальных. Я большой фанат творчества Вернера Херцога из документалистов. И он игровые тоже фильмы снимал. У Вернера Херцога есть хорошая картина «Уроки тьмы». Вот. У него есть картина «Встреча на краю света» в Антарктиде про ученых, вообще в целом про людей-энтузиастов, которые там живут. Вот она есть смешная и грустная. Есть фильм, я не помню, я все время забываю фамилию режиссера, но есть такой фильм «Deep Love», «Глубокая любовь» называется. Это про дайвера, суперпрофессионального дайвера из Польши, у которого случился инсульт. Вот, и он, частично где-то парализовало его, и там речь потерял. Но он не осуществил свою мечту, не погрузился на какую-то там очень глубокую... В Египте есть вот эта глубоководная вот эта дыра такая. Он там не погрузился. И вот весь фильм мы наблюдаем, как он... во-первых, как с женой, там семья его поддерживает. И как он готовится к осуществить свою мечту, погрузиться вот туда. Снято. Я обожаю польский кинематограф. И особенно вот польскую школу, старую польскую школу. Вот она, эта эстетика. Я, мне кажется, вырос как раз в Авгике очень много нам мастера показывали польский кинематограф. «Прощай, Африка». Хороший фильм. «Об отцах и сыновьях» Талал Дерки. В 2018 году он взял как раз главный приз на кинофестивале Санденс. Я посмотрел там. Сильное кино. И «Страна меда». Румынская фильм. Вот. Все эти фильмы я не смотрел. Все, да? 5. По докам. Ага. Да. У нас вышло 5 либо 6, походу. 5-6. Надо посмотреть. Ребята, мы сделаем список
Ага. И вы, ну, кому интересно, будете, конечно же, смотреть. И игровое кино. 5. Вот это сложно будет. Ну, вообще, типа, можешь просто... Знаешь, я такой, как... Мне нравятся и мейнстримовские фильмы разные, и разные авторские фильмы. Сделаем вот так, не топ, просто 5 рандомных фильмов, которые тебе нравятся. Когда я когда готовился к фильму «Кончится лето», я посмотрел картину Жака Диара «Пророк». Вот, хороший. Ну, там вот как раз посмотрите ручная камера и пленка, как она работает. «Пророк». «Выживут только любовники» Джима Джармуша я недавно посмотрел. Про историю про 2 вампиров. Ну, фильм из там того же Роджера Диккенсона, да, по операторской работе. Ну, Любецкий мне нравится из операторской, да, там то, что он делал в паре с Иньяррито. Мне нравится такое кино. Тот же «Выживший», да, с Леонардо Ди Каприо. Мне заходит такое. Оно на грани вот этого мейнстрима и авторского. И Кристофер Нолан, да, тот же «Интерстеллар», там, и «Начало», и другие фильмы. «Помни». «Помни», да. Из авторского и французское кино мне нравится. Конкретно по фильму не могу прям так сказать. Их много. И вот когда, знаешь, задают вопросы часто, я такой, так, это вспоминать надо. Да-да-да. Так, наверное, мне надо где-то уже это выучить. Всех этих режиссеров. Я у всех своих гостей ни у кого не спрашивал. Вот только у тебя. Ну, вообще, отныне, наверное, буду спрашивать, потому что людям нужны топы. Людям интересно. Ну да, наверное, да. Ну, у всех разный вкус. Да. Делаешь кино, а потом 300 там человек условно сидят в зале, и ты такой, ага. Ну, чтобы понять, какое кино ты смотришь, интересно же. Ну, это как, знаешь, есть меломаны, все мне нравится. То еще один фильм, и все. Еще один фильм. Из игрового еще один фильм. Недавно я «Падение империи» мне понравился. Посмотрел. «Падение империи» вообще очень атмосферно. Да. И люди, рискуя жизнью, ловят кадры. Вот это для меня очень близко было. Да. Прям я сопереживал и чувствовал себя, как будто я вот там с ними тоже. Да. Вообще жестко. Посмотрите фильм «Падение империи», ребята. Вот. И Тимиктл, битехек, вот твое слово нашим зрителям. Обычно у нас такие мотивационные речи, чтобы смотивировать наших зрителей. Вот на ту камеру. Дорогие зрители, подписчики, я хочу вам просто сказать, чтобы у каждого из нас есть мечта. И к этой мечте сложный, тяжелый путь, но нужно начинать, и все у вас получится. Вот. Нужно действовать, идти и двигаться к своей цели, к своей мечте. Вот. И любите тех, кто вас поддерживает, потому что они помогут вам в этом пути к своей мечте. Киндоғаттар, бейітнігіті бейгі болла Максима Арбугаев кіджік. Кене бұл әппет тылдарын, мандық простой тылдары әтті, но это база. Базовые мысли, и эти тылдары әхе істенге кіджік бәғыт ханағытын, бәғыт мештағытын толорон бу олоққа хамсанан үлелән хылгыртын херистақетнен кіджікті кихи мандық жаллақпын ден хананар, онан кытарын күндоғаттар әтәңге болын, бейітнікті бейге бол күтір ұлақан мақтал, түге ғарлы тейбі ұлақан мақтал күндоғар, онаттан әхетнігітері бейге болла әтәңге подкаст. Әтәңге. Аю! Все равно этот есть языковой барьер. Как-то сложно было скомпоновать свои мысли вообще.
Да не, все прекрасно. Я просто из перелета.